Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. В Северной Осетии стартовала акция «Онкодесант». Пациентов Моздокской районной поликлиники осмотрели медики. Специалисты Республиканского онкологического диспансера делали скрининг заболеваний и сразу же корректировали поставленный ранее диагноз. Заниматься плаванием в своем родном вузе теперь для студентов Северо-Осетинского госуниверситета возможно. Сегодня состоялось открытие нового спортивного оздоровительного комплекса «Дельфин». Детский ансамбль «Хурытын» отметил свое десятилетие. На юбилейном вечере коллектива собрались выпускники за 10 прошедших лет. Эти и другие темы далее подробно. Онкология излечима. Важно вовремя обратиться за медпомощью. В Моздокской районной поликлинике специалисты Республиканского онкологического диспансера за один день осмотрели более 600 пациентов. Такое обследование прошло в рамках акции «Онкодесант» под патронажем Республиканского Минздрава. Во время приема врачи делали скрининг заболеваний и сразу же корректировали поставленный ранее диагноз. Медики привезли лабораторное оборудование. Многим пациентам удалось сдать экспресс-анализ крови. Акцию планируют сделать традиционной, ведь это не просто удобно для жителей. Сейчас на учете в Моздокской районной поликлинике стоят около 1500 людей с онкозаболеваниями. Когда поздно выявляется онкологическая болезнь, то неминуемо это кончается печально. И вот чтобы это не происходило, мы сегодня проводим эту акцию. Приехали ведущие специалисты онкологического диспансера во главе с главным врачом. Они осматривают население и дают консультации врачам во всех направлениях, как выявлять онкологическую патологию. Специалисты, врачи Республиканского центра медицинской профилактики и Центра здоровья приехали для того, чтобы осведомить население о факторах риска, рассказать людям, что может их защитить в этом заболевании, в онкологических заболеваниях. И сегодня важным моментом является то, чтобы люди были информированы о факторах риска, которые приводят к онкологическим заболеваниям. В ногу со временем IT-специалисты республики знакомятся с новыми возможностями языка программирования. В рамках образовательной программы Центра информационных технологий прошел очередной семинар на базе бизнес-инкубатора IT-парка «Лания». Тренинг был посвящен популярному языку программирования C#. Язык C# разработали в конце 90-х. Сейчас он один из самых популярных в мире программирования. Несмотря на то, что в следующем году выходит уже 6-я версия C#, в Осетии все еще пользуются 2-й версией. По словам координатора образовательной программы ЦИТа Натальи Дарчевой, курсы повышения квалификации специалистов будут проходить и в будущем. Язык C# – это на сегодняшний день один из самых популярных языков программирования. И сейчас многие вузы, в том числе и Северо-Осетинский университет, перешел полностью на язык C#. Поэтому студенты все проходит этот язык программирования. Сегодня на мастер-классе будет достаточно много студентов. Это и первые курсы, и вторые курсы, начинающие. Соответственно, им этот семинар будет особенно полезен. В общем-то, в лаборатории Касперского 80% кода пишется на языке C#. Поэтому, я думаю, понятно, что это один из самых топовых языков программирования. Пожарные расчеты будут дежурить во время новогодних праздников в ЦЕ и Дегорском ущелье. Объектом пристального внимания сотрудников МЧС стали туристические базы, которые на время отдыха собирают большое число людей. Такие меры предосторожности приняты по итогам расследования пожара на базе отдыха «Порог неба», где чудом удалось избежать человеческих жертв. Сегодня в чрезвычайном ведомстве провели совещание с предпринимателями туристической области. На встрече были определены приоритетные места для дежурств. Особое внимание предприниматели обратили на соблюдение требований пожарной безопасности. За последний месяц было выявлено около 100 нарушений. Мы хотели довести до руководителей объектов туристического кластера информацию, обезопасить их, предупредить, чтобы не было допущено того, что получилось у нас на турбазе «Порог неба». Одной из мер быстрого реагирования на возможные пожары на турбазах – создание добровольной пожарной охраны. МЧС Республики готова передать на баланс предпринимателей специальную технику для тушения огня, а также провести бесплатное обучение личного состава. Такое нововведение позволит сократить время реагирования на пожар до 10 минут. Пожар, все мы понимаем, что это страшно, да, не зря у них на борту написано 01, то есть самый первый. И то, что нам сейчас рассказали представители МЧС, то есть пожарной охраны МЧС, это очень важно, интересно, то, что
что нам предлагают там какую-то, ну, еще добротную работающую технику, значит, нам отдать. Сотрудники пожарной безопасности МЧС отдельно попросили предпринимателей обратить особое внимание на электропроводку и газовое обеспечение баз отдыха. Основными причинами возгораний являются недоработки бытового характера. С учетом принятых мер безопасности новогодние праздники в горных районах республики должны пройти без происшествий. Елена Черенкова, Тимур Мазаев, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Заниматься плаванием в своем родном вузе. Теперь для студентов Северо-Остинского государственного университета это стало возможным. Сегодня состоялось открытие нового спортивно-оздоровительного комплекса «Дельфин». На торжественном мероприятии присутствовали представители руководства республики, преподаватели и студенты университета. Это прекрасный предновогодний подарок не только студентам Северо-Остинского государственного университета, но и всем жителям нашей республики. Я не сомневаюсь, что это место станет, скажем так, площадкой приобщения не только молодежи, а всего нашего населения к здоровому образу жизни. Строительство комплекса началось еще в ноябре прошлого года, благодаря программе «Единой России» 500 бассейнов. За 4 года по всей России открылись 40 спортивных объектов. Теперь современный комплекс есть и в Северной Осетии. Он оснащен бассейном длиной 25 метров, спортивным залом, душевыми кабинами и медицинским кабинетом. Проект бассейна разработала компания «КАВ-проект». Строительством занималась республиканская компания «Промжилстрой». Молодежь, если серьезно будет, значит, привлекать и подберут хороший коллектив, здесь можно всеми видами спорта заниматься, ну, может быть, кроме футбола. А так и как игровыми, я уже сказал, так и, значит, гимнастика и все остальные дела. Вокруг начала строительства комплекса вначале разгорелись споры. Жители Владикавказа были обеспокоены тем, что на месте нынешнего объекта раньше было кладбище. Однако после исследования территории слухи не подтвердились. Строители приступили к работе. И теперь, спустя год, горожане могут заниматься спортом в новом спортивном комплексе. Причем посещение «Дельфина» для студентов СОГУ бесплатное. Я вот такие бассейны видел раньше только в других городах промышленных. Такие бассейны обычно бывают на чемпионатах мира, на олимпиадах. Но я очень рад, что в Владикавказе построили такой бассейн. В нем могут тренироваться новая молодежь, дети. И будут добиваться дальнейших успехов. Дай бог, чтобы они стали олимпийскими чемпионами. Проектировали бассейн для разных категорий людей. 6 плавательных дорожек доступны всем желающим. Теперь заниматься водными видами спорта здесь могут люди и с ограниченными возможностями. Для этого есть своеобразный лифт, который погружает человека в воду. Благодаря открытию нового бассейна в республике активно работает и программа «Доступная среда». Мадина Сханова, Тимур Мазаев, Заур Цеев, Осетия ТВ. Творческий юбилей. Детский ансамбль «Хурутун» отметил свое десятилетие. Он выпустил уже не одно поколение талантливых танцоров, впоследствии связавших свою жизнь с искусством. Завоевав сердца зрителей в короткие сроки, ребята не перестают удивлять публику своим мастерством. За 10 лет детский коллектив достиг немалых успехов. Хурутун стал обладателем гран-при на первом межрегиональном северокавказском фестивале «Танец дружбы». Также ансамбль – лауреат международных фестивалей, прошедших в Италии, Швейцарии, Франции и Турции. Я думаю, что дети, которые занимаются у меня в ансамбле, они полюбили танец, они с удовольствием ходят на репетиции. Вот. Многие мои ребята, они танцуют в ансамбле «Лан» в государственном. Вот. В Москве учатся в Институте культуры, кто-то уже закончил. Хурутун для своих воспитанников стал хорошим трамплином в творческую жизнь. На юбилейном вечере собрались выпускники ансамбля за 10 прошедших лет. Среди них и Артур, танцовщик первого состава. Я пришел в ансамбль в 11 лет. Мне очень понравилась вообще атмосфера этого ансамбля, педагоги, как здесь проходят репетиции. После, посоветовавшись с художественным руководителем, я решил поступить в колледж искусств имени Георгиева. И сейчас учусь на 3-м курсе, чему я очень благодарен педагогу.
Танец для ребят уже давно стал образом жизни, где открывается новый мир, возможность прикоснуться к истории и пропустить через себя культуру разных народов. Тома Валева, Марина Аркаева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.